Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас, а тема звучит так. Что вас скоро порадует? Какие хорошие, добрые и приятные события у вас уже на пороге? Загадайте, пожалуйста, на себя. Давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, мои хорошие, начнем мы с вас. Тут показали вас и показали рядом с вами очень хорошего и приятного человека. Человек этот вам либо совершенно не знаком, либо мало знаком. Да? Может, просто знаете кто, но как-то близко не общались. Либо не было каких-то теплых, близких отношений с этим человеком. Смотрите, этот человек для вас что-то несет. Этот человек вам что-то принесет. Ну, возможно, хорошая весть, хорошие новости, доброе, приятное сообщение. У кого-то отыграется, что подарок, да, что-то в виде подарка, да, что-то вам отдаст и скажет, а это тебе подарок. Также может отыграться помощь в какой-то ситуации, в каком-то деле. Да и вообще такой человек, знаете, благородство проявляет в вашу сторону. Я вижу, что вы не привыкли получать. Да, к сожалению, бывают такие ситуации, бывают такие судьбы, когда человек по большей части только отдает. Он умеет отдавать, но не умеет принимать. Да и вообще не ждет. Да, не ждет, что кто-то придет, поможет, там, спасет, что-то даст. Вот очень похоже на вас. Кто себя узнал, мои хорошие, здесь вас просят позволить добру прийти в вашу жизнь. Не отказывайте этому человеку в его желании вам что-то дать, подарить, для вас что-то сделать. Не думайте, что ой, мне же потом нужно расплатиться, да, либо а что этот человек попросит взамен. Вообще не думайте об этом. Человек будет проявляться к вам именно с доброй мыслью. Не для того, чтобы что-то у вас потом попросить, не для того, чтобы потом вас заставить что-то сделать. Нет, просто хочется сделать добро. И он это сделает, либо она это сделает. Да, это мужчина и женщина может быть. Научитесь принимать. И принимайте, наслаждайтесь тем, что для вас делает незнакомый, либо малознакомый человек. На самом деле это очень приятно. Это приятно, и вы прям на себе это ощутите. И не заморачивайтесь по поводу того, что нужно расплатиться. Нет, человек это делает безвозмездно. Да, такие люди тоже существуют. Похож, кстати, на вас этот человек. Вы тоже очень часто помогаете и не ждете как взамен даже слов благодарности. Так, незнакомый человек, либо малознакомый человек вас порадует. Следующая приятность, следующая радость ждет вас, скорее всего, на работе. Либо это связано с вашей работой, с вашей деятельностью, с вашей занятостью. Вы все разные. Кто-то работает, кто-то на дому работает, кто-то ведет хозяйство, да, кто-то своим бизнесом управляет. У каждого по-своему. Но, тем не менее, очень хорошее событие ждет на работе. Очень похоже, что вас будут хвалить, вами будут восхищаться, вас будут ставить в пример. Здесь, знаете, как и почет и уважение. Ну, допустим, вы работаете на кого-то, да, в коллективе работаете. Вы отличный сотрудник. И это отмечают, да, отмечают перед всем коллективом и говорят, вот самый лучший, самый профессиональный, самый опытный, самый знающий. Вот наш прекрасный сотрудник. Берите пример. Да, и с вас действительно будут брать пример. На вас действительно будут равняться. То же самое дома. Да, вы домохозяйка. Вы все успеваете делать. Там, и постирать, и погладить, и приготовить. И выглядите вы прекрасно. То есть кто-то из ваших близких так и скажет. Вот, наша хозяюшка самая лучшая. Да? Спасибо тебе большое, спасибо твоим ручкам золотым. Да? Вот такой добрый посыл идет, и вам будет это очень-очень приятно.
Да, может быть, вы устали, да, может быть, вы там замотались в этой работе, там, в домашней, либо в офисе. Но когда вас будут хвалить, когда вас будут благодарить, вы прям плечи расправите. И вот такое ощущение, да, что у вас силы прибавляются. Ну, хороший знак, добрый знак. Так, следующий момент связан с человеком, с кем вы конкурируете, либо спорите, либо у вас с этим человеком, ну, допустим, натянутые отношения, да, не дружеские отношения, натянутые. Это может быть по соседству ситуация, на работе, какой-то коллектив и даже среди родственников. Здесь будут очень приятные новости, причем эти новости будут от двух источников, да, то есть они будут подтвержденные, что этот человек собрался куда-то в путь-дорогу. Да, и вы такая, слава Богу, да, ой, хоть там поспокойнее жить будем, если этот человек уедет. Либо, например, если ты на работе, человек написал заявление по собственному желанию, да, увольняется, уходит там на пенсию, может быть, там уезжает в отпуск какой-то длительный. То есть очень приятное сообщение, и вы прям так с облегчением думаете о том, что ой, тебя не увижу, и слава Богу. Да? Вот такая идет ситуация. Так, следующий момент. Вот с этой стороны у вас дракон. Дракон маленький, сразу хочу сказать, да, такой ребенок. Дракон ребенок. Но дракон это всегда к успеху. Всегда. Кому выходит дракон, того человека ждет успех. В вашем случае этот дракон маленький. То есть либо успех будет небольшой, либо успех, который нужно будет еще и холить, лелеять и взращивать. Да? То есть вы потихонечку будете добиваться своего успеха. То есть изо дня в день, да, вы будете идти к своему успеху. Я не могу сказать, чем это связано, потому что дракон вышел в левой стороне, и плюс он еще и маленький. Но я так понимаю, что вы чем-то занимались, либо хотели бы заниматься, может быть, даже какие-то уже действия произвели, и не ждете никакого результата. То есть не ждете, не надеетесь. Ну, сделали и сделали. Да, будет, будет, не будет, ну и ладно. Вот как-то неожиданно, да, этот дракон, он расправит крылья. И вы поймете, что вот она правда, вот она истина. Значит, все правильно я делаю. Значит, я на правильном пути. То есть это очень классная мотивация, и это действительно заслуженный успех. Растите этого дракона, превратите этого детеныша в прекрасного дракона, огромного дракона. Вам это по силам, вообще это даже вам по судьбе. Мои хорошие, чем бы вы ни занимались, чем бы вы ни увлекались, знайте, что это приведет вас к максимальному успеху, да, со временем, да, не в моменте здесь и сейчас, вот хочу завтра. Нет, это будет не завтра. Завтра вы получите только первые результаты. Но если вы будете продолжать этим заниматься, то этот дракон 100% вырастет. Так, еще какой-то мост у вас идет. У вас идет мост между двумя тройками. То есть, возможно, через кого-то, либо благодаря кому-то, кто-то выйдет на вас, либо вы на кого-то выйдете. Опять же, в левой стороне. Может быть, вам нужен какой-то человек. Ну, допустим, какой-то специфической профессии, либо знаний. И вы ищете этого человека. Вы там дали клич среди своих знакомых. Вот ищу. Нужен, например, юрист. И вот вы у кого не спросите, все так плечами пожимают и говорят, да ну нет, я не знаю, среди моих знакомых нет. Ну, я поспрашиваю, да, я поспрашиваю. И так вот вы обошли уже какое-то количество людей, оставили, как говорится, свою заявку, и вот придет ответ. Найдется через кого-то, от кого-то найдется человек. Причем такой классный, такой, знаете, прям, ну, идеальный, да, в вашей ситуации, просто идеальный человек. Вы так будете этому рады. И человек сам по себе очень хороший, будь то мужчина, будь то женщина. И плюс еще именно то, что вы искали. Вы с этим человеком как-то в долгую будете потом общаться, может быть, даже и подружитесь с этим человеком. Да? То есть взаимовыгодное сотрудничество, либо сотрудничество, которое перейдет в дружбу. Человек хороший, профессионал просто прекрасный, и можно и подружиться, и поработать. И эти отношения, они не однодневные, то есть они в долгую идут. А у кого-то из девчонок, например, отыграется, да, что если вы познакомитесь с нужным вам мужчиной, да, это все может привести еще и к очень крепкой любви, к хорошим, добрым отношениям.
Так, правая сторона. В правой стороне, ну тут даже не птица, это какая-то пуля летит в вашу сторону. Очень быстро летит какая-то весть, какая-то новость, как молния летит, понимаете, с большой скоростью. Куда-то вы обращались, какие-то вы оставляли, ну, я не знаю, заявки, может быть, какие-то аппликации делали, прошения подавали, да, что-то вы делали. Причем делали не один раз, здесь как минимум 2 раза, может быть, в одно и то же место 2 раза подавались. А ответа не было, результата не было. Может быть, вам отказали, может быть, ну, типа сказали, ждите, да? Но это тоже равносильно, что отказали. И вы уже об этом не думаете, вы уже об этом забыли, не надеетесь, как бы нет никаких ощущений, что что-то получится. Здесь буквально ворвется, вот приходи и все, да, здесь и сейчас. Принимай решение, да, принимай приглашение. Мы все решили, там, даем, одобряем, подписываем. Да, вот такие вот очень стремительные, прекрасные новости. С правой стороны прям летит эта пуля, летит эта молния в ваш дом. Слушайте, вы так обрадуетесь. Вот давно вы так не радовались. Давно. Скорее всего, после какого-то отказа, либо после тишины, очень долгой тишины, да, потому что радость у вас просто безмерная идет. Так, еще 2 каких-то дверки. 2 дверки, причем одна идет следом за другой. Вам суждено и там побывать. Опять же, идет такое ощущение, что вам это было недоступно. Недоступно. То есть вы, может быть, хотели, пытались, но не было возможности, либо не было ни единого шанса там побывать. 2 каких-то организации, может быть, 2 каких-то дома, да, может, кому-то домой вы пойдете. А что бы это ни было, ну вот из одной двери в другую вы проходите. И там вам хорошо, а во второй еще лучше. Так идет. Так, обратите внимание на этого шикарного коня. Просто шикарный конь. И здесь человек, который держит этого коня, не знаю, за гриву, как это вот уздечка, да, за уздечку держит. К вам, скорее всего, кто-то едет. Причем человек не просто там, да, на своих 2, а на коне, то есть на какой-то хорошей машине. Человек едет быстро, да, либо приедет быстрее, чем, например, вам обещал, либо чем вы могли бы подумать. Смотрите, человек едет не пустой, человек едет груженный, то есть с какими-то подарками, у кого-то с деньгами, но у кого-то человек привезет просто какую-то очень ценную, важную информацию. Как бы там ни отыгралось, но этот конь, он смотрит вправо. И человек прям такой, знаете, при добре, назовем это так. Да? То есть он с утяжелением, да, что-то ценное и важное несет, везет к вам. Девушки, женщины, которые ждут мужчину, вот именно любовь, отношения, знаете, что мужчина приедет с предложением. Причем предложение будет судьбоносное. Вы прямо аж ахнете, когда услышите его предложение. И это не то, что вы подумали, это гораздо круче он вам будет предлагать. Понимаете? Вот я вижу, что вы в шоке, у вас глаза огромные, вы не знаете, как среагировать. Да? Сейчас в обморок упаду от такого счастья. Девочки, если вы надеялись, что он вас куда-то позовет, заберет, ну, скорее всего, так оно и будет. Если были какие-то проблемы, например, там, да, что-то не получалось, не случалось, мужчина полностью будет на вашей стороне и полностью согласится на ваши условия. Плюс еще что-то дополнительно будет, более приятное для вас. То есть вот этот огромный конь и этот мужчина при добре самый классный знак вот из тех, которые я сейчас вижу. Ну, дракон, конечно, тоже прекрасно, но все-таки конь, все-таки мужчина, да, посланник, посыльный, либо любимый, да, у кого как отыграется. Это очень замечательно. Здесь будет какое-то максимальное счастье, максимальная радость у вас. Так, мои хорошие, венец. В венце у меня собственный дом, и в ваш дом заходит, ну просто, не знаю, смех. Смех. Вы будете смеяться, либо что-то вас очень сильно рассмешит. Какая-то невероятная, позитивная, веселая энергетика. Мне почему-то кажется, что это какой-то человек. Человек, да, который сможет вас и рассмешить, и подзадорить, и вы так прям в присутствии этого человека
начнете очень громко-громко смеяться, либо благодаря этому человеку. А у кого-то отыграется, что, возможно, что-то вас рассмешит, что-то вот настолько вас позабавит, рассмешит, что вы будете очень долго смеяться до слез. И это очень приятно, мои хорошие, ведь положительные эмоции, они нужны и очень-очень сильно важны. Так, на этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.